Ежедневно швейные компании Кыргызстана потребляют 300-400 тонн ткани в сутки. На протяжении 30 лет Кыргызстан зависел от поставок тканей из Китая и Турции. Сегодня мы способны производить ткани собственными силами. Августа этого года президент Кыргызской республики Садыр Нургулжиевич Джапаров дал старт работе второго этапа проекта «Текстиль Транс» по выпуску синтетических тканей мощностью 20 тонн в сутки. В целом, оба этапа, профинансированных Кыргызским фондом развития на сумму $16,5 миллионов, способны производить порядка 7,5 тысяч тонн тканей в год, что обеспечивает 15% потребностей Кыргызской республики в этом сырье для швейных предприятий. Развитие маркетплейсов и электронной торговли приводит к необходимости модернизации производства под современные условия. Компания «Текстиль Транс» способна в течение 3 дней перестраивать технологический процесс на выпуск любых рисунков и принтов на ткани, что делает мелкие производства рентабельными, а развитие конкуренции более быстрым. Российско-кыргызским фондом развития мы начали сотрудничать с 2016 года. Генеральный план реализации разделили на 2 этапа. Первый этап завершили в 2017 году. Второй этап в 2024 году завершили. Наши дальнейшие планы вот это хлопок самим перерабатывать и нитку здесь производить. Расширяем швейную фабрику, в этом тоже планируем сотрудничать с Российско-кыргызским фондом. Швейная отрасль Кыргызстана по разным оценкам трудится от 160 до 300 тысяч наших граждан, а экспорт текстильных изделий только в прошлом году вырос на 45%, а 7 месяцев этого года на 82%. Развитие собственных текстильных производств позволит обеспечить независимость Кыргызской республики от импортных поставок, а также обеспечить устойчивость этих рабочих мест и стимулировать экспортные поставки на рынке ЕАЭС. Темп развития экономики, заданный Кабинетом министров Кыргызской республики, требует от бизнеса и финансовых институтов более быстрых вложений в производственный сектор. Российский фонд развития уже профинансировал 161 проект в сфере легкой промышленности на сумму $43 миллионов США, из которых 8 проектов на сумму $27 миллионов, что свидетельствует об укрупнении финансируемых проектов и более масштабных инвестициях в сфере легкой промышленности. На сегодня Кыргызстан фактически восстанавливает собственное производство в текстильном секторе, производство тканей, а также кластерные цепочки переработки, начиная с выращивания и переработки хлопка и заканчивая экспортом готовых изделий.